Сколько? 500 сомов. С Кыргызстана в Агургу пешком шел. 10 тысяч долларов? Вот все так думают, и кыргызы все так думают, и все наши думают. Просто стоял, я не понимал, о чем они говорят. Я просто почувствовал себя самым счастливым человеком. Это человек, который какой-то там с Джалалабада приехал в Москву, там кто-то с танцами где-то показывает его в Америке. Через станции я вот попал сейчас на данный момент в Америку. Всем привет, дорогие друзья! Сейчас мы находимся в Чикаго, и сегодня у нас с вами есть классная возможность познакомиться с ребятами, которые являются участниками творческой группы команды Adem Show. А сегодня у нас здесь Жомарт и Эрлан. Всем привет. Всем привет. Здравствуйте! Как ваши Здравствуйте. дела? Отлично, у вас как? Спасибо, все хорошо. Давайте поближе с вами познакомимся. Начнем с вас, Эрлан. Расскажите немного о себе. Я Абдрахманов Эрлан Адулбекович, 1994 года рождения, Скорпион. Да, важная информация для всех, чтобы знали. Я родом с Сыкуля, с Джитуэгуза, село Актерик, но я родился и вырос в Бишкеке. Занимаюсь танцами. С чего началось ваше творчество? Творческий человек, он уже рождается творческим, я так считаю. Творческий человек, он всегда креативит, он всегда по-своему делает, он хочет что-то другое сделать. В школе я был активным в плане того, что участвовал во многих школьных конкурсах, на конкурсе чтецов, например. Кто вы по образованию вообще? Я по образованию я связист. Это я окончил факультет сети связи и систему коммутации. После колледжа поступил в политех, там окончил. Вот. И у меня карьера началась именно во время колледжа. Я увидел известного танцора, не только в Кыргызстане, и по всему миру известного, это Атаю Мурзакова. Он живая легенда, я считаю. Я увидел, я начал его подражать. До этого я просто брейк танцевал, там увлекался «Шаг вперед 3», такие фильмы были. И мой двоюродный брат был его одноклассником. Вот, через него так познакомились. Потом я прям загорелся тем, что хочу танцевать. Я один выступал на тоях. Бывали такие дни, когда я в пятницу выезжал на маршрутке в район Кызыласкера. Там рестораны были. И я заходил в ресторан и говорил: «Баке, я танцор, я хочу у вас выступить». Он говорит: «Давай, сколько?» 500 сомов. Давай 500 сомов, все. Приходил, там у меня чисто такая, белые штаны, просто белая футболка, очки, все, робот так танцует. Потом выходит замуж моя сестра, двоюродная сестра, выходит замуж, у нее на свадьбе выступает такой же человек, как я. Он также или его Тамада пригласил, не знаю, его Марат Керимкулов зовут. Я на него смотрю, ты красавчик, говорю, давай дружить, давай вместе двигаться дальше. Братишка был, втроем собрались, и как раз в этот момент начали открываться проекты, которые, Кыргызстан мои таланты, прям Кыргызстан мои таланты, и Короли танцпола. Мы и там, и тут участвовали. Прям. У нас вначале название команды было Мэт или Дэм, потому что Данияр, Эрлан, Марат просто. И все, прошли кастинг, и у нас выбор стоит. Либо Кыргызстан мои таланты, либо Короли танцпола. Потом приходит предложение от ККИ, за ККИ выступали Кыргызско-Китайский институт. Приходит предложение, давайте мы вам предоставим всю студию, туда-сюда, будем поддерживать, выступайте за наш универ. Марат там учился. Хорошо, мы выбрали Короли танцпола, и к нам присоединился еще один парень по имени Азирет. Из-за того, что он присоединился, мы же Дэм или Мэт, Азирет, давай Адем. Вот так и образовалась группа Адем, название группы. Приняли участие на летнем фестивале Короли танцпола, это в 2012 году. Поехали и выиграли. Пошли, потом с Атаем хорошо начали общаться, потом он начал предлагать, они в это время продвигались в Тумар-Кэр и Атай. И он говорит: давайте, если мы не будем успевать, мы вас будем отправлять на заказы. Хорошо. И вот так мы вместо Тумар-Кэр
ездили на заказы в Алматы, там, в Астану. До Атая уже 5-6 парней в Адеме поменялось. К Атаю пришли тоже. Атай уже некоторых говорил, что он несерьезный, он не может танцевать, отсеивал. Некоторые сами уходили, им уже тяжело было от таких нагрузок. А что было именно сложно? В то время мы не работали, мы не зарабатывали, мы студенты, я дома самый старший, еще у каждого есть какие-то семейные внутренние хлопоты, об этом никто никогда не будет знать, но в то же время, когда требовалось, я шел. Я помню то, что я доезжал за 8 сомов до точки, до этой танцевальной студии, тренировался и обратно домой с Кагуста в Агургу пешком шел. Но я не говорил, тогда они тоже не понимали, они всегда все на машине, они при бабках. И не можешь у них спросить, типа, дайте денег, какой-то намыс, да? Не можешь спросить, просто приходишь, работаешь, тренируешься, уходишь, работаешь. И вот так я помню в одно время проблемы. У меня мама еще тогда беременная была. Мама в больнице лежит, папа куда-то уехал, дома сестренка, братик. И мама говорит, что это, тамак, еду принеси. Я маме еду приношу, не успеваю туда. Но я говорю, я когда-нибудь возьму плоды от этих шагов. Очень психологически, финансово, материально, со всех сторон было тяжело. Но я нереально горел. Потом Атой Мурзаков пригласил других пацанов, соединил нас, он тоже предложил мне, и мы решили оставить просто название Адем. И как Адем дальше начали выступать. Первый наш конкурс, это моя мечта, Украина, мои таланты. Поехали туда. В 2015 году, это мы в феврале полетели, тоже благодаря Атой Мурзакову, он там уже фурор сделал в свое время. Как ученики Атая ездили туда. Когда вы прям ощутили первые плоды, вы сказали, что у вас был такой момент, когда вы думали, что я буду пожинать, да, плоды своих трудов? Когда прошел паспортный контроль, это в аэропорту Манас, я понял, просто через станцию я куда-то сейчас лечу. Это для меня было вау просто. И когда ты довольствуешься малым, Бог тебе дает еще больше. Мне тогда было достаточно, все, и для меня I'm done, я все уже. Стремился, верил в это, и через станции я попал сейчас на данный момент в Америку. Отправлять деньги своим родным и близким из любой точки мира стало еще быстрее и проще через систему РИА. При помощи системы РИА можно отправлять деньги в Кыргызстан прямо на М-банк. Для отправки денежного перевода нужен только номер телефона, а деньги поступят в течение 10 минут. М-банк. Переводы без границ. Как вы вообще решили приехать в Штаты? Можете об этом немножко рассказать? Штаты же для многих людей страна мечта, да. И мы тоже в том числе на конкурсах, где мы участвовали, под эгидой Got Talent конкурсы, вообще первый конкурс Got Talent, это был America's Got Talent. После America's Got Talent это дальше пошли франшизы. И... То есть других стран? Да, другие страны. И каждая страна хотела открыть у себя. В Кыргызстане тоже старались, но, к большому сожалению, не смогли. И открыли этот центр Relations Got Talent. Америка – это страна возможностей, как все говорят. Я этим полностью согласен, потому что здесь очень ценят твой труд. Что, например, в других странах ценят, если более, я не знаю, что там ценят, я даже не знаю. А здесь реально твой талант, твой труд ценят. Если ты стараешься, если ты талантливый, если ты прям... Именно творчество. Да, если ты прям знаешь, как преподнести, чтобы зрителям было интересно, как мы сами говорим, давать правильную пищу зрителям, которые они хотят.
арзан авиабилеттерди ылдам издөө. После Украины «Мои таланты» мы участвовали в чешско-славянском «Мои таланты». Это наш первый Golden Buzzer. Golden Buzzer получает только 3 или 4 номера за весь сезон. Только 3 или 4 номера получают. Что такое? Golden Buzzer – это золотая кнопка. Золотая кнопка, она дается только 3 или 4 раза дается именно чисто самым крутым номерам, которые покорили сердца жюри или этих ведущих. Они выбирают, и это автоматический проход в следующий тур. И в 2019 году нас пригласили на America's Got Talent. И Как вас пригласили? Как вы вышли? организаторы, после того, как увидели наше выступление на Asia's Got Talent, вот, они пригласили, они все приглашение отправили, перелет, проживание, плюс суточные, нам все обеспечили, выступили, прошли дальше. Какие у вас были эмоции, когда вы получили приглашение? Потому что я, насколько понимаю, получить приглашение на такого масштаба конкурса – это что-то нереальное для Кыргызстана. America's Got Talent – это как для спортсменов, как Олимпийские игры. Приходишь, там, чемпионат мира, чемпионат Европы, там, чемпионат Азии, там, вот так, там, какие-то разные турниры. Все стремятся к Олимпийским играм. И у творческих людей также, у всех творческих людей, которые талантливо выступают, у всех мечта попасть на America's Got Talent, на главную сцену талантов. Во многих, когда конкурсах выступали, уже знаем, как выглядят вот эти крестики, где жюри сидят, мы всегда это все понимали, но когда перед выходом тоже этот прям мандраж, вот прям ломит, прям, знаете, как будто когда болеешь ознобом, слабость такая-то, ну, тебе холодно, но ты горячий, типа вот такое состояние было, мандраж какой-то, все время в туалет хочется еще, не знаешь, что делать, туда-сюда ходишь, тренируешься, ставишь, например, папы, вот так, там хиты ставишь, не получается, у тебя тело такое онемело, слабое, не знаешь, что делать, волнуешься, заходишь, и там Терри Крю стоит. Такой большой. Терри Крю, потом поставите, да? Да, All Spice, да, вот это, как он танцует. Терри Крю стоит и говорит, вау. Hi guys, you all know, welcome to America's Got Talent. Да, вот так, просто вот так стоишь. Опаздываем, ребята, давайте. Шляпу не забудьте. Теперь шляпу не забудьте, что было. Ау? Шляпу забудьте. Мы вышли на сцену America's Got Talent. Это было, я не могу сказать незабываемо, потому что я не помню ничего. И никто из парней, никто ничего не помнит. Представляете? Такое бывает. Мы ничего не помним. Я даже не помню, как я выходил на сцену. Я не помню, как я танцевал. Если хорошо присмотреться, там даже на моем лице, я просто стоял вот так улыбался. Просто стоял. Я не понимал, о чем они говорят. Я в эйфории был, я в экстазе был. И все стали, хлопают. Мы прям... Я не знал, что сказать. So let's take it to a vote. Howie. Yes, I want to see more. Thank you. It's a yes from me. Yes. Thank you. Simon. It's 4 yeses. Вначале мы вот поклон сделали, потом вот так сделали, там разные жесты благодарности. И именно монтажеры, американцы, поставили именно в этот план. Еще обсуждение какое было насчет того, что мы вот так благодарили, типа, неважно, мы хорошо выступили, мы с Кыргызстана, представляем Кыргызстан, вот они кыргызы, почему они так благодарят, типа, как китайцы, как японцы или как корейцы, я не знаю. И неважно, какой ты путь проделал, они всегда ищут минусы. То, что я хотел всегда сказать, у нас есть по всему миру единственные хейтеры есть. Это кыргызы. Да, хоть и... Потому что они все время за нас болеют,
верят в нас, как бы и поддерживают. Но когда поддерживали, мы старались все больше и больше. Но потом, когда начали говорить, одно и то же. Но певцу ты же не скажешь, что одно и то же поет. Типа, одну популярную песню, там, одно и то же поет. Так не скажешь. Нам намного танцорам сложнее именно в творчестве. У нас нету фонограммы. Мы не можем, у нас все, да, все по-настоящему, как говорится. Вот после такого я просто почувствовал себя самым счастливым человеком. Просто самым счастливым человеком. И независимо, что дальше в будущем будет, у меня был такой момент в жизни, в период такой момент в жизни, когда я был таким счастливым человеком. И я даже после того, как Asia's Got Talent, мы всегда в управлении танцевали, и первая хореография, которую я, не побоюсь этого сказать, я настоял прям, я сказал, мы должны сделать хореографию первой части, мы должны танец сделать. И вот этот Mortal Kombat, вот первые движения, все тоже командой ставили, и как бы, когда твою работу на таком масштабном конкурсе оценивают на должном уровне, дают Golden Buzzer, все стоя хлопают. Я просто вышел и заплакал просто. Я просто плакал. И все ребята, там, спасибо, Ируха красавчик, Рахмат, вот так говорили. Каждый вот Баяман, Эрдан, Нурсултан, тот состав, который все помнят этот момент. И мы подшутили Атаю. До выхода мы типа, с левитацией что-то там, проблемы, с обувью проблемы, что будем делать. И все, вышли, пропали. Потом выступили, Golden Buzzer получили. И Атаев Умирзаков был в Кыргызстане. Мы ему пишем, типа, не получилось, типа, 1 нет, короче, и 2 да. Ребята, что случилось, переживает. И потом видео ему отправляем, типа, что, ребята, какие ощущения после получения Golden Buzzer? И там у нас чат этот свой был, менеджер там, все, ребята, блин, я вами горжусь, вы мои молодцы, ребята. Мы такие все счастливые, домой прилетаем. В этот момент, неважно, какие у тебя проблемы, оказывается, в этот момент, неважно, что у тебя творится, приехали, не было у нас такого даже звездной болезни, мы просто были счастливыми людьми, мы просто кайфовали. Вот. Какой сейчас состав АДЭМ? АДЭМ после того, как мы как бы выпускники Атай Умирзаков, до нас был Тумар КР, как с Атаем, потом после Тумар КР мы, АДЭМ. После АДЭМа сейчас другая группа уже у Атая Умирзакова. И состав все время меняется, люди приходят, танцуют некоторое время, дела выходят или как-то не получается. Но всегда стараемся собрать обратно команду. Потом, после того, как после Америки мы решили, что АДЭМ уже этот проект дальше по конкурсам не будет участвовать. Этот проект АДЭМ, он завершил типа свою карьеру именно как America's Got Talent level. Все, просмотры есть, добились, чисто по контракту работать. Потом мне этого не хватило. Я открыл свою группу Space Machine. Space Machine в 2019 году летом в составе Джо Март. Я его увидел как главного именно в этом. Он везде как бы был лидером. Потом в 2019 году они участвовали на Central Asia's Got Talent. Central Asia's Got Talent прошли до гранд-финала. 2019 год, декабрь, гранд-финал, все, пришли.
Дальше. Дальше что? Дальше Европа, говорю. Я знаю все пути. Дальше Европа, Америка. Все нормально будет. Все заряжены. Джомар, давайте поговорим про вас. Расскажите о себе. Давайте. Меня зовут Джомар, через 2 О. Исмаилбеков. Я родился в Кыргызстане, в городе Джалалабад, достойный представитель Джалалабадской области. До 3 класса отучился в Аиле. У нас семья многодетная, из-за этого мама улетела в Россию, как и все в то время. Потом папа за ней, а потом все дети. И в конце мы с сестренкой. С танцами я начал заниматься где-то 2015, что ли, даже 16, недавно. Как я начал танцевать? Я, наверное, если ты говорил про Атая, я, наверное, расскажу про Жана Войнова, как он тоже вложил душу, так скажем, да, творческую душу в танцевальной сфере в Кыргызстане. Он сейчас тоже продвигает. Я начал его видосы смотреть, когда он танцевал в Америке, там, в любых странах мира, на баттлах и так далее. У меня чуть-чуть другая деятельность в сфере танца. Я больше фристайлер. Это тот человек, который импровизирует, танцует на баттлах. Вот что-то такое стрит, короче, хип-хоп культура. Вот. Начал смотреть его видосы, я вдохновился очень сильно, начал смотреть видео и начал увлекаться танцами. Самоучка, сам начал танцевать. Потом через год, в 2016 году, я прошел кастинг на... в Украине есть проект «Танцуют все 9». Я станцевал там. После этого 2016, 2017, 2018 года я упорно тренировался. И в то время, по-моему, через Инстаграм. Я в Инстаграм закидывал свои ролики. Вот в то время мы познакомились с Ирланом. Начал танцевать, выигрывать какие-то баттлы. Самая большая гордость, можно сказать, свою, это то, что я в 2017 попал в финал Red Bull BC One. Это очень мировой такой, это спонсирует, конечно, Red Bull, но сам танцевальный такой фестиваль, он проходит во всем мире и ежегодно, и даже вот в Чикаго недавно тоже проходил. Я прошел отбор, выиграл баттлы и попал в финал в 2017 году. Для меня это было в Москве. 3-дневный такой фест был. Прошел финал, это показывает в американском телеканале по прямому эфиру, когда проходит, и это крутит по всему миру, вот прямая трансляция. И для меня это было, вообще, что-то невозможное. Это человек, который какой-то там с Джалалабада приехал в Москву, там, с танцами, где-то показывает его в Америке. Для меня тогда еще Америка была мечтой. Сколько вы зарабатываете? Со всех ваших контрактов, если суммарно сложить? Со всех наших контрактов суммарно сложить? Примерно. Если я до сих пор хочу танцевать, нормально. Примерно, скажите. Зрителям будет интересно. В Кыргызстане мы выступали, это самая низкая цена, это у нас в Бишкеке. Мы выступали за $350. 350? Да. А мы вылетали в Алматы, в другие страны, там уже в 10 раз больше. Там не только с одним танцем едешь, там сразу программа, там несколько танцев, там минимум 2 танца. И вот так заключаешь контракт, едешь. Когда вот Space Machine открывали, у меня дома жили, у меня еще дома ремонт был. Мы у нас дома жили, мои родители обеспечивали, там кушать готовили, дома занимались все это время. Лучшие времена, да, были? Да. Бывали такие моменты прям на Чуи, помнишь, прям филармония, Чуи, проспект Манаса, Чингиза Айтматова. Машина заглохла наша, всей командой. Мы еще закупились там на Ошском рынке, там мокасины купили, чтобы выступить на этот центр Лейшигов Талант. В центре шоссе машина отключилась. Можно сказать, что нашими продюсерами были наши родители. Бывали такие моменты, когда помогали не только мои родители, но и родители моих ребят, поддерживали, хотели. Мы жили у нас тоже дома. Да, у него тоже дома тренировались. Мы
никогда особо-то не тренировались в студии. Мы всегда дома тренируемся, в домашних условиях. Потому что это, наверное, больше помогает больше всего коннектиться друг с другом. Например, больше начинаешь доверять друг другу. Ты становишься, вы становитесь как семья, можно сказать, да, как браты, да, сближает, это намного сближает. Когда сближает команда, работать легче, намного легче. Не могли бы вы рассказать какую-нибудь интересную историю, может быть, вам что-то особенное запомнилось с одной из ваших поездок? Поездки, не знаю, но интересные истории мне сразу пришло в голову, как у меня здесь в Америке угнали машину. Вау! Это когда было? Это было в марте, да? Совсем недавно. 2 месяца, по-моему, да? 2-3 месяца. Да, в марте. В марте у меня со всеми документами угнали машину. Как так произошло? Мы просто с друзьями стояли. Здравствуйте. Мы просто с друзьями стояли и Я был тогда. Да. И прям передо мной афроамериканец просто сел в машину, завел машину. И я увидел, как он садится в мою машину, открыл пассажирскую дверь, хотел остановить, но в этот момент я подумал, ладно, я залезу в машину, сейчас остановлю. Но он когда уже назад дал, он другие машины еще стукнул назад. На парковке стояли, не прямо на улице, на парковке стояли. Он назад дает, я говорю, я еще так сказал, что what's going on, bro? А в шоке, ты, оказывается, не знаешь, что говорить. Да, у меня с английским особо-то сейчас уже нормально чуть, а раньше не очень было. В то время, когда у меня угнали машину. И он на меня смотрит, он тоже шуганный такой. Назад дает, я дверь открываю. И в этот момент думаю, ладно, я сейчас залезу в машину. Но по-любому он поедет на большой скорости. Будем драться или просто будем вот так сидеть, что ли? Сидеть, общаться, что ли? Или что? Что я буду делать? А может, у него оружие есть? А я здесь наслышан историями, то, что здесь очень много неадекватных людей. Да, здесь легально можно носить оружие. Да, и везде там и стикеры, которые без оружия, типа запрет оружия. Я потом просто вот так остался. Машину угнали. Я говорю, Джомка, машину угнали. Верла. Я такой, Как это? И мы сидим, вот все в машине сидим, вот так вот сидим, молчим. Прикинь, машину угнали в Америке. Тут все дорого. Вот. Тут очень дорого, медицинское обслуживание, вообще больницы. Я не знаю, мне стоит грустную историю хотите, чтобы поплакали? Не грустная эта история. Это такая история, которая не стоит рассказывать. Недавно я попал в аварию. Это было 2 месяца назад, во время Рамадана. Сильно? Очень сильно. И я попал в аварию. Настолько, да. Ну, короче, очень дорого тут. Например, я пролежал в больнице 7 дней. Просто лежал. И сколько, думаете, пришло счет домой? 10 тысяч долларов? Вот все так думают, и кыргызы все так думают, и все наши думают. Пришел счет на 100 тысяч долларов. Вот сейчас я решаю эти вопросы. Как? У вас есть страховка? У меня не было страховки, медицинской именно. Сейчас я ищу, что делать, либо заплачу, я не знаю, 100 тысяч долларов. То есть на 100 тысяч долларов. И я уснул за рулем. По моей вине это все прошло. Вот. Я сломал себе шею, ногу и руку. Так что спите. Мы еще думали, ох, как тут обслуживают в больнице. Я почти каждый день к он нему приходил, да. Там, типа, в больнице было как? Типа, там есть свой ресторан внизу, ты можешь что угодно заказать там. И, типа, мороженое, еда, первое, второе, горячее, все есть.
обслуживают, 3 медсестры туда-сюда бегают, они меняются каждые 4 часа, приходят, что с тобой. Личный стационарный телефон есть. Да, ты можешь позвонить, сказать вот так, и он такой приходит тоже. Телевизор есть, он говорит, вообще классно тут обслуживание. Я говорю, да, классно, вообще нам нравится, Америка вообще классно. И каждый день мне на протяжении 1,5 месяца, каждый день приходит, до сих пор приходит по 3, по 4 тысячи долларов именно биллы. Это счета за то, что я пролежал. 3-4 тысячи долларов, да. Это было всего лишь 7 дней. Один день в больнице пролежать, это стоит 2510 долларов. Там какое-то лекарство стоит 4800 долларов. И вот так накапливается. Суммарно 100 тысяч. Как 80. собираетесь оплачивать? Я сейчас решаю эти вопросы. Если кто знает как, напишите мне, пожалуйста, нужна помощь. Либо давайте соберем деньги для моей... Давайте соберем, напишите мне в личку. Мы насчет этого просто в шуточку обсуждали, вот реально, да? Да, так что... Это получается такая Помогите нам страховка открыть. без страховки. Без страховки я сейчас делаю страховку, ну, что-то... Я сейчас решаю эти вопросы, ищу знакомых, ищу людей, которые знают об этом. Вот. Я об этом не знаю, я не знаю, как решить. Кто знает, напишите, пожалуйста. Классно смотрится, да? Как в рекламе. Люблю эстетику. Мы с Джо Мартом давно уже именно стремимся к этому. Мы хотим открыть здесь школу и студию, да. Ну, как бы кружок, может, прям, я не хочу говорить студия, школа. Просто кружок, да. И для начала учить детей из Кыргызстана. Мы сейчас договариваемся с помещением, что да, как. В Кыргызстане просто берешь, зовешь, записывать, да. А здесь элементарно. У каждого человека должна быть страховка. У каждого ребенка должна быть страховка. Обеспечить все для этого. У нас должны быть документы, то, что мы имеем право обучать, то, что у нас, как бы, мы должны иметь иншуренс, ну, страховку, то, что, как бы, в случае чего наш иншуренс покроет какие-то травмы. С каждым человеком, когда общаюсь, который прилетает, он говорит, блин, не все так просто. И в этой самотухе у тебя очень быстрое время пролетает в Америке, нереально. Кстати, Ты здесь уже более начинаешь ценить время, а не нежели... Да, время будешь ценить элементарно. А в Кыргызстане я никогда не задумывался. Там, просто кто-то попросил, давай встретимся, давай где-нибудь посидим, давай там кальян покурим или где-нибудь. Да, смело, да, а что, не почили-то. А здесь, блин, ну зачем, я лучше вот это сделаю, не успею, время нереально быстро проходит. Сейчас... Если есть желающие, можете написать. Если соберем группу из 10 учеников, мы хоть и завтра можем приступить к обучению. Добро пожаловать в медицинский центр «Новомед». Наши услуги предлагаются на разных языках. Центр работает в 2 основных направлениях, как лечебный диагностический центр и гинекологический центр. На прием можно записаться по телефону или на сайте. Доверьте здоровье профессионалу. Сейчас кто в составе Space Machine? В составе Space Machine сейчас на данный момент очень много людей, которые вообще я могу взять в команду, очень много людей, но определенного сейчас состава нету. Я могу, если конкурс будет, я могу, в зависимости от локации, контракт или конкурс, например, если в Америке, я соберу состав здесь, я приглашу, например, здесь у нас Никита Гергет здесь, он сейчас в Атлантик-Сити работает, индивидуально этот артист. Эрлан, он сейчас улетел обратно в Кыргызстан, Эрданчик тоже в Кыргызстане. Я могу Никиту, Джо Марта позвать и состав собрать. Самое главное предложение. Мы можем сделать шоу от этого. На данный момент, из-за чего группа существует, потому что есть множество контрактов. Например, один из последних контрактов это было в Дубае, там на неделю, там выступает там, в день 2 раза, и 3 дня поработали. Там, Где именно выступали в Дубае? Дубай Молл, там открытие нового молла, да, и как бы мы выступали каждый день типа, на открытии. Если не секрет, вот за такое выступление в Дубай Молле за неделю сколько вы получили?
Ну, за 3 рабочих дня чистыми каждый из них получил по $1000. А вам, как руководителю команды? Я ничего не получил. Я как руководитель, я обеспечил, Эрдан здесь был, я Эрдана сразу отправил, ему именно из своего гонорара оплатил ему билеты, чтобы он там уступил все расходы. Когда куда-то отправляешь кого-то, ты должен обеспечить всем. Перелет, проживание. В свободное время, когда у вас нет контрактов, нет выступлений, чем еще вы занимаетесь? Я вообще занимаюсь, кроме танцев, еще я видеограф. Я снимаю коммерческие ролики. Кстати, он очень круто снимает. Да, я снимаю свадьбы, love story, рекламные ролики. Один из больших проектов в Америке я снимал Snipes бренд. Это одежда Snipes, его знают все танцоры, во всем мире это есть. Все чисто вот такие, кто в хип-хоп культуре шарит. А что насчет вас? Ну, я документы свои жду, как work authorization получу. Сразу начну работать, двигаться. Может, я не знаю. Тут неважно, в Кыргызстане или где ты каким человеком был. Здесь, по-любому, в начале Америка тебя прогибает. Если человек любит чем-то заниматься, он по-любому добьется в этой сфере. Он по-любому будет монетизировать эту вещь. Неважно, он рисует. Неважно, он красиво кушает, может. Неважно, вот реально, каждую вещь, если ты любишь, можно это монетизировать. Сейчас такое время. Подводя итоги, хотелось бы у вас спросить такой совет для ребят, которые тоже хотят заниматься творчеством у нас в Кыргызстане, но родители, возможно... Поддерживайте своих детей во всем, неважно что. Если он даже неправильно, пускай он делает ошибку, но он пускай сам поймет. Пускай он сделает это, потом поймет, что это не его, это что, пускай это его жизнь, это жизнь ребенка. Не запрещайте, просто дайте свободу. Просто дайте свободу и любите. Просто любите и поддерживайте. И вы никогда не будете стыдиться над своим ребенком. Я скажу то, что давайте правильный пример. Я больше так скажу, давайте, если про родителей точно, да, давайте свободу и не запрещайте ничего. И ребятам, которые хотят танцевать, начиная это дело или что-то другое, можно сказать, просто не останавливайтесь, верьте, самое главное, вера, упорство, и над этим работать круглосуточно, всегда. Просто думайте об этом, делайте. Просто делайте, и у вас получится. Просто делайте. Никого не слушайте, никогда никого не слушайте. Я думаю, вы оба сказали очень важные слова. Если ваши слова помогут хотя бы одному человеку, будет замечательно. Из Америки всем привет, с нами все хорошо, не болейте, всем родителям, родным, родственникам. Да, и самое главное, не забывайте жить, друзья. Благодарим нашего официального партнера «Авангард Стиль».